Ну а сейчас к другим темам. В Уфе руководители стройфирмы скрылись с деньгами клиентов. Жертвами стали около 60 человек, говорят сами потерпевшие. В один момент вместе с миллионами пропали генеральный директор, его помощник и главный инженер. В истории разбиралась Анастасия Ильчебаева. Руководители ООО «Башстройуниверсал», ФИО, у всех вымышленные, скрылись в неизвестном направлении, забрав с собой все денежные средства, оплаченные вами. С рассылкой этого сообщения рухнули их мечты, строительством которых занималась компания «Башстройуниверсал». Дачи, бани, жилые дома. У десятков человек остались или на стадии фундамента, или вовсе в проекте. О том, что клиенты фирмы, возможно, стали жертвами аферистов, сообщили рядовые сотрудники, которые не подозревали о двойном дне компании. Зарплату они, кстати, так и не получили. Нам предлагали отдать 350 тысяч только, но мы так понадеялись, что компания солидная, и решили внести 100% предоплату. И нам показывали то, что с 2007 года компания работает, то есть лицензии мы все посмотрели. 4 октября мы пытались позвонить главному инженеру, но телефон был недоступен. Уже все, они уже все помыли, Да. почистили здесь, оказывается. Почистили в прямом и в переносном смысле. И придя на работу уже после пропажи руководства, сотрудники фирмы заметили, что в офисе поработала клининговая служба. Съемки камер видеонаблюдения стерты. Вывеска, гордо красовавшаяся на входе, тоже исчезла. Среди обманутых оказались и те, кому пришлось ради строительства влезть в ипотеку. Кредит выплачиваем 27 тысяч рублей в месяц. Многодетная семья, да. Участок получили, как многодетная семья, хотели там дом построить. У клиентов и мысли не было, что фирма подставная. Дипломы, сертификаты, лицензии, активная реклама. В интернете объявления, кстати, последний раз обновляли за день до бегства руководства. Яркие аккаунты в соцсетях и даже свой YouTube-канал с якобы видеоотзывами клиентов. Это очень порядочная компания. У них очень уважительное отношение к клиентам, и это мне очень-очень-очень понравилось. Но вот десятки клиентов готовы поспорить с молодым человеком во главе с бывшим коммерческим директором фирмы. В «Башстройуниверсал» он устроился в начале лета по объявлению. Со временем стали возникать вопросы, говорит мужчина. Фирма была оформлена на 20-летнего парня, а фактически руководил компанией другой. Но доверие внушало то, что клиентам крупной банки одабривали ипотеку, то есть фирму проверяли, и она не вызывала подозрений, говорит мужчина. Это уже потом пазл сложился в совсем неприятную картину. Какие-то профессиональные гастролеры, потому что очень умно все. На машинах к офису не приезжали, везде шифровались, где могли. Но не похоже было, что они собираются именно в данный момент бежать. Может быть, в планах и было раскрутить фирму, там, не знаю, год-полтора поработать, собрать, но насобирали они там 12-13 миллионов, грубо говоря, на троих. Бежать с такой суммой, подвергать себя такому риску из такой, в принципе, ничтожной суммы глупо. И действительно кто-то спугнул. За пару дней до бегства руководства в офис пришел представитель правоохранительных органов, рассказывает бывший коммерческий директор. А на следующий день в компанию вовсе заявились неизвестные с угрозами, общались на сленге, распространенном в местах не столь отдаленных. Владельцев бизнеса оба раза на месте не было. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Составлены фотороботы пропавших руководителей, так как фото и видео с ними ни у кого не оказалось. Словно не было ни их, ни миллионов в карманах клиентов. Анастасия Ильчебаева, Азат Ишбулатов, Виктор Миренков. Новости. Уфа.